находимся в Национальной библиотеке Якутии. Эти ступени истоптало не одно поколение студентов. А пришли сюда мы не просто так, чтобы узнать, какой путь проходит книга. От поступления ее в фонд библиотеки и до появления на книжной полке. В первую очередь наша книга отправляется в отдел комплектации. Он располагается на первом этаже. Ежемесячно сюда поступает до 4000 книг. Уже здесь работники библиотеки оценивают все издания, ставят штемпель на первую страницу и инвентарный номер. Далее книга отправляется в отдел обработки, где будет создана библиографическая запись с подробным описанием. Библиотека уже 11 лет работает с электронным каталогом учетных записей. В программе ОПА Global работники создают новую запись, а далее просто находят нужную книгу в российском каталоге и выгружают ее данные. Теперь по этим характеристикам любой читатель библиотеки может найти необходимую книгу. Уже после всего этого мы попадаем в книгохранилище. Здесь на нашего героя заводят карточку и заносят его в картотеку. Теперь он полноправный член фонда Национальной библиотеки, и заботиться о нем будут соответственно. Ну вот национальная краеведческая литература, как духовное богатство народов, заселяющих Якутию, представляет у нас особую ценность. И мы все влаживаем все силы и средства на сохранение этих документов. У нас книги в совокупности называются документы, потому что тут включаются различные, могут быть листовки, могут быть брошюрочки, могут быть журналы, а общее название будут документы. Вот, чтобы сохранить их подольше для будущего поколения, мы специально на проектные деньги заказываем такие картоны. Картоны специальные, они электроизоляционные называются. Это противопожарные картоны. Прямо с Санкт-Петербурга работники отдела обеспечения сохранности фондов заказывают специальные картоны бескислотные. Вы все прекрасно знаете, что кислота со временем разъедает сам материал книги. И если мы влаживаем такие футляры, книга имеет очень долговечные свойства приобретает. Плюс к этому в книгохранилище соблюдается определенный температурный режим. Книги должны находиться в помещении при 18 градусах тепла и 50% влажности. У нас измерение температуры и влажности проводится 2 раза в неделю в одно и то же время суток. Так, ну вот, допустим, в этом помещении здесь 3 зала. И каждый зал, значит, мы делаем измерения отдельно. Сложно представить, но на этих полках располагается более 700 тысяч книг. При этом весь фонд библиотеки составляет 1 597 670 экземпляров. Таким образом, другая часть книг фонда находится в книгохранилище номер 2 уже по другому адресу. Такое количество интеллектуального богатства было накоплено десятками лет. Что уж, заглянем в историю библиотеки. Она была создана 14 сентября 1925 года и сразу стала одним из важнейших культурных центров Якутии. Сегодня в библиотеке зарегистрировано 28 325 читателей. Для них работают 264 сотрудника. Почитать книги можно в 11 залах. Этого места хватит, чтобы разместить 400 человек. Вернемся к нашей книге. Чтобы получить ее, читателю необходимо заполнить заявку в книгохранилище. Далее библиотекарь отправит ее из читального зала прямиком вниз, к следующему работнику библиотеки. Здесь по инвентарному номеру ее найдут на полках хранилища и с помощью лифта доставят в читальный зал. Пожалуйста. Спасибо. Вот такой длинный путь прошла наша книга. И попала, наконец, нам в руки. Ну что ж, теперь остается самое главное – прочитать ее.